Хейрлі кич кадрле дуслар. Сегодня мы находимся в штабе и далее узнаем кое-что очень интересное. Привет, Аделя. Сейчас я задам тебе несколько вопросов. Итак, мой первый вопрос. Какими соцсетями ты пользуешься чаще всего? Привет, Айша. Соцсетями Telegram, конечно же, у меня Telegram-канал, Instagram, TikTok, ВКонтакте и WhatsApp иногда для родственников. Какие новости тебе чаще всего интересно смотреть в этих соцсетях? Наверное, больше из мира красоты что-то. Что-то там про новые коллекции одежды. Про ноготочки, чтобы прийти ко мне и сделать маникюр. Больше делают только, кстати. Да. Это не реклама ни в коем случае. Телеграм, иначе бы я об этом мероприятии не узнал. Но YouTube считается, да, за соцсеть? Считается. ВК, ну и все. Больше вообще ничем не пользуюсь. Какие новости в этих соцсетях ты смотришь чаще всего? Ну, прежде всего, новости штаба в Телеграме, в нашей группе. Но в остальном всякие такие политические новости. Там в Ютубе смотрю, например. Скажи, пожалуйста, какими соцсетями ты чаще всего пользуешься? Инстаграм, Телеграм, ВКонтакте, Фейсбук, Ютуб, Рутуб и остальные. Много чем. А скажи, пожалуйста, какие новости в этих соцсетях тебе чаще всего приятно, интересно смотреть? Возможно, что-то новое, интересное ты узнала на этой неделе? Интересно мне, конечно же, все, что связано с искусственным интеллектом. Новые новшества, какие появляются новые ИИшки, как их можно применять. Открытие новых мест, ресторанов, заведений. Какие сейчас интересные для людей проводятся мероприятия. Например, вот сходила на музыкальное лото. Сейчас это очень прикольная тема. Скажи, пожалуйста, какими соцсетями ты пользуешься чаще всего? Телеграм, Инстаграм, ныне запрещенный. Ну и все, в принципе. ВК. Не так часто. Наверное, чаще всего я все-таки смотрю по своей специальности, стоматологические новости, какие-либо инновации в мире стоматологии. Вот так вот. Ну и своих друзей просто. Спросим Фаниля о его соцсетях. Скажи, пожалуйста, в каких ты сидишь чаще всего? Чаще всего сижу ВКонтакте, в Ютубе и в Телеграме. Какие новости из этих соцсетей для тебя особенно интересно? Возможно, это что-то связанное с машинами? То, что связано с моей профессией больше. Вот. Ну, в основном я это только сейчас смотрю. И какие-нибудь видосики с котиками. Котики — это хорошо. А если не секрет, какая у тебя профессия? Стоматолог. Есть ли какая-то новость из мира стоматологии, которая в последнее время тебя особенно поразила, удивила? Возможно, ты взял что-то на заметку себе? Я вот сегодня приехал на учебу по аутотрансплантации зубов. Есть такой доктор Новомирский здесь, в Москве, и в Японии есть доктор Мицухиро Цукибоши. Как раз у него есть книга по аутотрансплантации зубов, которая продвигает вот эту всю тему. И это, наверное, будет будущее стоматологии, одно из направлений. Простыми словами, что это обозначает? Простыми словами, если говорить, это взяли, удалили один зуб с одного места у одного человека, и ему же в другое место поставили тот же зуб. Цифровая стоматология, кстати, хорошо развивается сейчас. И это все в цифровом протоколе моделируется, потом припасовывается, примеряется во рту, подходит, не подходит зуб, момент операции. Да? Если подходит, донор удаляют и пересаживают на другое место. В каких соцсетях ты сидишь чаще всего? Телеграм и ВКонтакте. Скажи, пожалуйста, на кого ты учишься? Я учусь на конструктора одежды. Тебе интересны новости о моде, если ты как конструктор одежды? Возможно, это связано с дизайном в том числе? Да, мне интересно, я очень люблю следить за татарскими брендами. Айгель Салах сумки, мне очень нравится. Еще вот Идель, у них классные свитера с национальным орнаментом. Очень интересно это Вайле, там тюбетейки такие современные. И последнее это татарскарф, это там татарские поводки с татарским орнаментом. Сейчас мы возьмем интервью у НЖ. Скажи, пожалуйста, вот сегодня у нас тема соцсетей. В каких ты сидишь чаще всего и, возможно, какие-то ты не любишь?
Чаще всего я сижу в Телеграме, как-то удобнее, интерфейс получше. Вот. А в целом как бы нет такого разделения. Я пользуюсь практически всеми соцсетями. Возможно, у тебя есть какие-то хобби, о которых никто не знает? Хобби очень много, не всегда на все хобби хватает время. Большой теннис люблю, волейбол люблю, танцы, фитнес. Есть ли у тебя какая-то мечта, возможно, какая-то большая цель? Самая основная цель сейчас — это окончить университет и работать. Ну, как бы замуж выйти тоже неплохо было бы после того, как окончу университет. А что особенно интересное в графическом дизайне? Это использование нейросетей или какие-то особенные техники, возможно? Сейчас такая тенденция, что использование нейросетей ты используешь только благодаря своему опыту, потому что только на них вывозить очень сложно. Вот. И как бы тут комбинация и техника, которую ты приобрел в ходе опыта и в ходе обучения, и также нейросети, которые очень помогают в твоей работе. Скажи, пожалуйста, какие у тебя есть хобби, увлечения? Возможно, что-то ты даже монетизируешь? Ой, ну знаете, как говорится, талантливый человек талантливый во всем, поэтому я рисую картины, я расписываю одежду, я пою, я гадаю на таро. Какая у тебя мечта? Большой дом у моря и красавица жена, и где-то 3 ребенка как минимум. Вот моя мечта. Какие шаги ты делаешь, чтобы прийти к этой мечте? Ну, учусь, работаю, вон в штаб хожу, общаюсь с девчонками красивыми. Думаю, когда-нибудь у меня все получится. Мечта создать крепкую семью, любимую, любящую, с детьми. Вот. Цель это, конечно же, максимально, чтобы о татарах узнали больше, и вот чтобы татары в Москве объединялись, дружили, помогали друг другу, создавали новые проекты, новые семьи. Я думаю, мы все, по крайней мере, кто есть в штабе, знаем, как много Гульнара делает для татар, для молодежи и, в принципе, для татар в Москве. Скажи, пожалуйста, а твоя мечта, она связана с твоей нынешней работой? Ну, я думаю, да. Она, наверное, не мечта, больше цель. Вот, там, в течение какого-то времени, там, 5-6 лет я хочу стать арт-директором, потому что, мне достаточно интересна данная область. Какая у тебя мечта? А я не скажу. Но ты делаешь какие-то действия, чтобы прийти к этой цели? Конечно. Как говорится, четко расписанная мечта с окончательной датой становится целью, пошагово расписанная цель становится планом. Вот такая она. Что тебе больше всего нравится в штабе и для чего ты сюда ходишь? Возможно, есть какие-то особенные цели? Тут можно покушать, и еще приятные люди, можно попить на татарском, поговорить на татарском, вот. Что еще? Ну, в принципе, классная атмосфера, вот. Спасибо большое ребятам за такие честные и развернутые ответы. А вы, уважаемые зрители, ставьте колокольчик и подписывайтесь на наш канал, а также пишите комментарии. С вами была ваша любимая Айша.